Первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба – мост через улицу 4 марта в Гудауте. Под мостом протекает небольшая речушка. Однако во время ливневых дождей она выходила из берегов и подтапливала около 100 близлежащих домов. Для устранения этой проблемы специалистам Абхазберегозащита пришлось очистить и расширить русло реки и возвести 30-метровую подпорную стену. Старый обветшалый мост также препятствовал прохождению воды, и его пришлось заменить на новый. Ремонтно-восстановительные работы здесь были проведены за счет средств республиканского бюджета. Затем Рауль Хаджимба посетил здание школы номер 3 в Гудауте, где идет капитальный ремонт за счет средств российской инвестпрограммы. Школа была построена еще в 80-х годах прошлого века, и до ремонта из-за плохого ее состояния здесь обучалось всего 120 детей. Все они на время проведения строительства размещены во второй гудаутской школе. После ремонта учебное заведение сможет принять около 700 учащихся. Бюджет работ составляет 87 миллионов рублей. На сегодняшний день большая их часть уже проведена. Внутренние все работы, видите, закончили все полностью. Осталось только благоустройство. Корректировку сделали, фасад не входило, как видите, вот в смете не входило. Сделали корректировку, да и фасад добили. Актовый зал видели, вон там актовый тоже не было. Ну, тоже завершили. Все закончено. Еще одно немаловажное событие в районе. Местный автопарк пополнился новыми автобусами, 6 из которых будут переданы в села. Автотранспортные средства были приобретены в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Ранее уже было приобретено 5 автобусов, 4 из которых курсируют по городу, а один был передан новому Афону. Везде у нас автобусы ходят, но они, к сожалению, уже устаревшие, более 10 лет работают. Знаете, какие дороги у нас в селах, не везде асфальт лежит, поэтому они быстро изнашиваются. Мы как-то пытаемся каждый год поддерживать. Но когда новые автобусы есть, у нас тоже проблем поменьше будет с их содержанием. Мы еще не распределили, потому что у нас и школы, и села желающих много, но сейчас мы будем определять. Затем Рауль Хаджимба посетил школу в селе Лыхным, где также идет к завершению капитальный ремонт. На сегодняшний день сделано 90% всех работ. Осталось только оснастить кабинеты необходимым инвентарем и благоустроить территорию. Ремонт в школе осуществлен в рамках инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии. Сметная стоимость работ составляет 113 миллионов рублей. Проведен был большой капитальный ремонт. Это с армированием бетонных частей. Пришлось все стеновые панели закреплять по специальным устройствам. Я думаю, что максимально комфортные условия здесь созданы для наших учеников. Пока в Лыхнинской школе шел ремонт, ее учащиеся занимались в здании администрации села, а многие родители отправили своих детей в другие школы. Но директор учебного заведения надеется, что после ремонта будет много желающих учиться в селе Лыхным. Новая школа рассчитана на 800 учеников. Учебный процесс здесь возобновится к 1 сентября. Сейчас, увидев такую красоту, я думаю, не то, что наши дети, которые ушли в другие школы, но другие дети, конечно, к нам придут. И сейчас уже пишут, звонят, интересуются, когда с документами можем прийти. И я думаю, количество наше вот сейчас до 250, наверное, возрастет. В таких условиях будут все с удовольствием заниматься, а учителя наши постараются дать им максимум знаний. В завершении поездки Рауль Хаджимба подвел ее итоги. Неплохие объемы работ сделаны и по дорогам, и по мосту, который был достаточно важен для населения. Каждый год поднимались вопросы, связанные с темой наводнения. Сегодня эта тема снята. Что касается школ, это вызывает, откровенно говоря, радость того, что у нас есть такие школы. И самое главное и важное, чтобы эти школы были наполнены. Надеюсь на то, что как раз-таки вновь отремонтированная школа позволит родителям вернуть своих детей в село, и школа достойна любого даже города. Как отметили строители, учебные заведения будут сданы в эксплуатацию к началу нового учебного года. А значит, многие первоклашки 1 сентября впервые переступят порог новых, современных и комфортных школ. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.